И о погоде, которая преподнесла нам сюрприз. Активный циклон, даром что южный, как-то вдруг засыпал республику снегом. Сейчас в это трудно поверить, но синоптики говорят, что он еще растает. На дорогах аварии, районы без света. Руководитель региона сегодня даже созвал экстренное совещание по восстановлению энергоснабжения в муниципалитетах. Резкое понижение температуры, внезапный гололед, уже, кажется, нескончаемый снегопад. Первая поступь зимы, как это у нас обычно и бывает, оказалась неожиданной. Сыктывкарский аэропорт сегодня напоминает разворошенный улей. Несколько вылетов уже задержано, приземлиться в столице Коми сродни подвигу. Причем не повезло всем авиакомпаниям без исключения. Одни самолеты перенаправили в Пермь, другие в Киров. Остальные, как мы видим на радаре, нарезают в воздухе круги, овалы и другие геометрические фигуры. Но посадку им пока не дают. Кому точно не повезло сегодня ночью, так это жителям Усть-Кулома, Книжпогоста и Удары. Шквалистый ветер оставил без света больше 3000 человек. Теперь это главная боль ремонтников. На поиск порывов отрядили аж 5 бригад. Самое серьезное у нас, это, конечно, отключение, это по Книжпогостскому району. Отключена линия 35 киловольт, ВЛ-31, это на тракт Весляну. Ну, на данные пункты мы сейчас отправили свои резервные источники. Один 100 киловатт у нас туда ушел. Это отправлен на населенный пункт тракт, запитаны потребители, социально важные объекты там имеется в виду. И 200 киловатт отправлен в Чернореченский. Два слова «День жестянщика». Уже привычный журналистский штамм. Но к нему автолюбители никак не привыкнут. Вот и на этот раз все, как всегда, тянули резину. Потом резко бросились менять ее. Ну да. И многие, конечно, попали в длиннющие очереди на станциях техобслуживания, а кое-кто и в говорящую аббревиатуру ДТП. Я не Крузи, я на Хундае. На Хундае. Сначала сейчас Он зашел. Резкий рост аварий и еще одна зимняя особенность нашего октября. Сколько там, говорите, с утра было столкновений в Сыктывкаре? 30? Это, похоже, только начало. Те, кто не успел переобуться, плюс те, кто по-летнему жмет на газ, сегодня главные дорожные ньюсмейкеры. Двигались в сторону аэропорта, стояли, ждали, когда пробка рассосется. Сзади нас девушка догнала на все сезонки. Ну, то есть на летний. Все, стоим, ждем оформления. Сейчас вот ехал с дома, видел, как машины заносит на поворотах, на спусках. То есть как бы опасно. Необходимо водителям менять стиль вождения на зимний. Естественно, позаботиться о том, чтобы сменить шины на зимнего типа. А кроме того, выбирать безопасный скоростной режим, учитывать большую дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Ну а пешеходам нужно быть особенно внимательными при переходе проезжей части, поскольку даже если водитель двигается на небольшой скорости, резко остановить автомобиль он не сможет. В условиях гололедицы, в свою очередь, нужно быть предельно осторожными и внимательными при переходе дороги. Вот только не говорите теперь, что мы не предупреждали. Штормовое уведомление метеорологи распространили заблаговременно. Сейчас же о непогоде говорят с улыбкой. Дескать, это всего лишь первый снег. Его жизненный цикл непродолжительен. Мы ожидаем, что в середине следующей недели тепло с Атлантики начнет вытеснять холод за Урал, и снежный покров, возможно, растает. У дорожных служб сегодня тоже безумный день. На улицы только столицы Коми вышли сразу 46 единиц техники, а это уже авральный зимний режим работы. Свое неудобство у пассажиров городского автотранспорта. Автобусы и в нормальную-то погоду, мягко говоря, не всегда выдерживали графики. Что уж говорить про ненастье. Максим Васильев, Антон Булаев, Евгений Ершов, Елена Кононова об итогах одного ожидаемого, но от этого не менее безумного снегопада.